Дзыраса Бисаева – ученица театрального отделения Республиканского лицея искусств. Узнав, что при Остинском театре идет бесплатный набор в школу-студию, сразу решила принять в нем участие. Прошло меньше месяца, а Дзыраса уже отмечает особую творческую атмосферу на занятиях. Девушка в будущем планирует связать свою судьбу именно с театром. Я хотела бы быть и режиссером, и актером, и пока что я думаю, что и дальше у меня будет сердце расположено к этой профессии. Осетинский я начала учить только недавно, мне очень нравится. Я очень люблю нашу культуру, люблю наш народ, наш город, нашу республику. И, наверное, вот с возрастом ко мне только пришла эта любовь, и я загорелась и захотела вот только сейчас учить язык. В Национальную детскую школу-студию приняли всех желающих. Занятия проходят 3 раза в неделю. Ведущие артисты учат ребят азам театрального искусства. Актерское мастерство, техника речи, художественное слово, вокал, изобразительное искусство и хореография. Куратор проекта Диана Черчесова подчеркивает, что педагоги из числа актеров были выбраны не случайно. Это именно те люди, у которых есть опыт работы с детьми. Преподаватели наши – это высококвалифицированные люди. И не только в театральном искусстве, а именно как педагоги. Все эти дети – это потенциально уже… Они заряжены Остинским театром, остинской культурой. И я думаю, это наш потенциальный зритель. И если вот из всех этих детей буквально 10 человек, 5 человек станут актерами, это очень хорошо. Преподаватели учат правильному дыханию и свободно чувствовать себя на сцене. Занятия длятся всего лишь месяц, но педагоги отмечают, потенциал детей уже раскрывается. Здесь же ребята совершенствуют владение родным языком, ведь большинство занятий проходит именно на остинском. Через наши танцы я стараюсь привить детям любовь к нашей культуре, чтобы они понимали, кто они, что за народ, что за культуру они несут в себе. Каждый танец в себе несет что-то сокровенное и рассказывает людям о культуре. Человек, который разговаривает красиво в жизни, не обязательно нужно быть актером. Сами на каждом шагу это замечаем, что человек, когда красиво разговаривает, он изначально уже располагает к себе. Постараемся их обучить тому же. Вся форма, которая у нас собирается именно для них, для их образования, она содержит в себе пока именно развивающую сторону, просто взаимодействие с этими уже, в моем случае, партнерами. В будущем ученики смогут принять участие в спектаклях Остинского театра. Для полноценных занятий здесь есть все условия – большая и малая сцены. Последняя, к слову, появилась недавно. Это дополнительная площадка со зрительным залом и необходимым техническим оснащением. Благодаря ей теперь можно реализовать любые планы, ставить камерные спектакли и сказки для юных зрителей. Давно хотел, чтобы у нас появилась малая сцена. И я обратился к Вячеславу Зимахановичу Витарову, и он сразу же отозвался, помог нам. На сегодняшний день этот зал уже собирает своего зрителя. У нас каждое воскресенье бывает спектакль, у нас каждую среду бывает спектакль здесь. Как необходима малая сцена, так и необходима, особенно для Национального театра, своя студия. Планировали изначально, чтобы студия была платная, потому что педагогам надо платить, и Вячеслав Зимаханович полностью на себя взял оплату педагогам. Огромное ему спасибо. Это очень важно, когда Национальному театру в Национальной Республике есть люди, меценаты, которые помогают и дают возможность каким-то планам реализоваться. Ребята, которые решат связать свою жизнь с искусством Мельпомены, впоследствии пополнят кадровый резерв Остинского театра. А благодаря меценатам ученики Национальной студии могут не только бесплатно заниматься, но и стать ближе к истокам остинской культуры. Людмила Колиева, Михаил Безуглов, 15 регион.